Здравствуйте! С вами Национальный центр туризма и ремесел. Сегодня мы побываем на республиканской выставке народных игрушек, которая называется «Наследие народа». В выставке приняли участие мастера из домов ремесел многих районов нашей талантливой и творческой Удмуртии. Давайте поближе познакомимся с работами участников нашей выставки. В Удмуртии создана уникальная система для сохранения традиционных ремесел. В каждом районе Удмуртии есть дом ремесел, где талантливые и увлеченные своим делом мастера занимаются изучением и сохранением ремесел, которые характерны для этой местности. У каждого района Удмуртии есть свои особенности. Например, в Воткинском, Глазовском и Сарапульском районах чувствуется влияние русской культуры. В других районах, таких, например, как Алнашский, Малопургинский или Шарканский, ярко выражен национальный удмуртский колорит. В игрушках, которые представлены на выставке, эти особенности хорошо заметны. Игрушка появилась в жизни человека в глубокой древности. В далекие времена куклы не были детскими игрушками. Они служили для ритуальных целей, играли роль талисманов и оберегов. Изготавливались древние куклы из природных материалов. Их делали из дерева, камня, костей животных, глины и растений. Это были фигурки людей, животных и птиц.
можно разделить на 3 разновидности – игровые, обрядовые и обереговые. Кукла-оберег издревле считалась хранительницей домашнего благополучия и занимала в доме одно из почетных мест. Такие куклы обычно не имели лица. Личики рисовали только игровым куклам. Существует огромное разнообразие обереговых кукол. Кукла-травница, кукла-закрутка, кукла-богатуша, кукла-зернушка, кукла-матушка, кукла-кормилка, кукла-десятиручка и еще много-много других. Благодарим вас за просмотр нашей онлайн-экскурсии. Желаем вам счастья и до новых встреч!